Ответы на вопросы 23 февраля 2021 года. И сегодня я отвечу на два вопроса. Первое — это про мое отношение к западной цивилизации. Вопрос был конкретно: почему ты так любишь западную цивилизацию? Вот такой был вопрос. Именно на этот вопрос я отвечу. И второй был вопрос про мое отношение к Хабирову. Про мое отношение к Хабирову это будет во второй части, но я сразу скажу, что пока рано делать какую-то такую серьезную глубокую оценку, поэтому у меня оценка будет поверхностной, потому что он не очень много еще находится у власти, в отличие от некоторых. Давайте начнем с западной цивилизации. Соответственно, почему я люблю западную цивилизацию? Прежде всего, нужно вообще определиться в понятиях, чтобы было понимание, что я под этим понимаю, что я вкладываю в это понятие, почему я отношусь к ней соответствующим образом и так далее, и так далее. Я думаю, что то, что я буду говорить, это общеизвестно для людей, которые, я не знаю, аудитория моего канала, она абсолютно разная. Да? Вот канал Bashkortization смотрят люди пожилого возраста, советской закалки, скажем так, которые слушают башкирскую музыку и могут случайно вот это видео увидеть и его посмотреть. Им будет как-то немножко странно про западную цивилизацию, про либерализм. Для них это будет новая информация. Но для тех людей, кто, значит, допустим, вообще понимает, что такое либерализм, что такое западные ценности, что такое западная цивилизация, но для них то, что я скажу, это будет то, что для них очевидно. Поэтому, возможно, ничего нового я вам не скажу. Но, тем не менее, давайте я свое понимание расскажу. Что такое западная цивилизация? И почему я люблю западную цивилизацию? Первое. Западная цивилизация, в моем понимании, это ряд государств, соответственно, которые имеют некие схожие черты. И эти государства, они, естественно, имеют, соответственно, и разницу в каких-то моментах, да, но схожие черты они в целом имеют. Соответственно, что это за государство? На текущий момент государства, которые, с моей точки зрения, входят в западную цивилизацию, это все страны Европейского Союза, то есть Германия, Франция, Италия, Испания, Венгрия, Португалия, Швеция, Финляндия и прочее, прочее. То есть все, что входит в Европейский Союз, плюс Великобритания, которая туда не входит, да, плюс США, плюс Канада, плюс Австралия, плюс Новая Зеландия, плюс страны, которые, Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг, плюс Турция, плюс Израиль, плюс Объединенные Арабские Эмираты, возможно, какие-то еще страны. Вот по поводу ЮАР я не уверен, не могу сказать, потому что не совсем уверен, что она входит. Я не знаю там ситуацию. Возможно, Бразилия либо Аргентина уже входят в это понятие. Тоже не могу сказать. То есть это нужно смотреть, потому что я знаю, что там есть положительная динамика в части ВВП на душу населения, в части политических и экономических институтов и так далее, и так далее. Ну вот примерный набор стран я обозначил и назвал. То есть вот эти государства, которые, с моей точки зрения, являются странами, государствами западной цивилизации. И здесь нужно понимать следующий момент. Первое. Не все эти государства одинаковые. Да? То есть они, естественно, разные. Но у них есть общие черты. И относительно высокий. Кстати, Таиланд. Таиланд, с моей точки зрения, тоже входит в перечень государств западной цивилизации. Да? Вот. Индия, по поводу Индии вопрос. То есть по поводу Индии это под вопросом. Элиты там, конечно, они связаны с западной цивилизацией, но в целом само государство вот это под вопросом. Я не могу сказать точно, да, то есть точно сказать не могу на текущий момент. Я знаю, что там будет очень высокий рост в части экономики, но входит ли в западную цивилизацию, можно отнести, нельзя, пока не могу сказать, да, по поводу этой страны. Что еще хочется сказать? Значит, смотрите. Они могут иметь, естественно, разные языки, разные культуры, разную ментальность, разный этнический состав, религии и так далее, и так далее. Это не мешает этим государствам быть странами западной цивилизации.
Там могут быть в том числе и монархии, да, и так далее, и так далее. То есть все вот эти определения, которые мы видим, они там не совсем работают, когда вот, если вы из теории государства и права будете смотреть. То есть совершенно разный набор стран входит сейчас в набор страны западной цивилизации, да, под определенные критерии. Некоторые из критериев, которые я дальше назову, они не во всех странах работают и есть. Да, то есть, допустим, не везде демократический режим, не везде, скажем так, из них, из тех, которые я назвал. Ну и прочие моменты, там где-то, допустим, с мультикультурализмом есть проблемы, где-то с какими-то другими моментами есть проблемы и так далее, и так далее. Но в целом я все равно вот те государства, которые я назвал, это страны западной цивилизации в моем понимании, в таком широком смысле. Что хочу сказать? Что хочу сказать? Прежде всего, количество стран, которые входят в западную цивилизацию, оно со временем растет. Со временем это количество растет. Вообще на планете Земля количество государств растет. Почему это происходит? Потому что соответствующие группы представителей вида Homo sapiens обретают свою субъектность, и как обретение своей субъектности они становятся в состоянии создать свои собственные национальные государства. И в результате у них возникают национальные государства, и если эти национальные государства, их количество растет, потому что, мы знаем, раньше была империя, когда кто-то кого-то захватывал, и там у них получается империя. Потом они распадаются, и возникает нормальное национальное государство, где нет национального гнета. Да? И вот эти национальные государства, они могут быть либо странами западной цивилизации, вот, например, Южной Кореи, либо, вот, например, Северной Кореи. Да? Северная Корея – это страна, которая не является страной западной цивилизации. Да? Как бы такой очень хороший пример вот этих двух Корей, северной и западной, да, на которые можно много разных моментов увидеть, сравнить и так далее. Потому что у них абсолютно одинаковый язык, у них все одинаковое, да, это один и тот же народ, но у них разная ментальность, которая изменилась ввиду того, что у них разный политический режим. И, соответственно, экономическая система разная, мотивы разные и все прочее разное. То есть вот как мы видим, что в одной стране у них есть конкуренция, свободный рынок труда, экономические институты, свободные выборы, то есть это нормальная страна с западной цивилизацией, да, у них огромный ВВП на душу населения в Южной Корее, да, и мы видим нищую Северную Корею, где они строили коммунизм, где вот к этой Северной Корее приложили руку коммунисты из Советского Союза, которые хотели победу коммунистического интернационала на планете Земля, и так далее, и так далее. То есть вот очень наглядно все это видно. И это очень такой интересный режим, который еще сохранился. То есть Советского Союза уже сколько нету, коммунизм тоже никто не строит вот, на Советском Союзе. Да, вот. В Китае это формальная штука, строительство коммунизма там формальная штука, это как бы не так, чтобы прямо они реально его строили. А вот Северная Корея это такое вот государство, которое сохранилось, которое строит коммунизм, и Куба еще тоже. Там вот, в общем, все достаточно интересно с этим делом. Вот. Что нужно понимать про страны западной цивилизации? То есть, это следующая ступень эволюции. То есть, вот когда какие-то государства, какие-то империи способны уже стать не просто, соответственно, какими-то не очень развитыми государствами, да, не цивилизованными государствами, а стать цивилизованными, нормальными государствами, странами западной цивилизации. Да? То есть это именно эволюционный процесс. Это следующая ступень эволюции, следующая ступень эволюционного развития общества, соответствующих государств, экономических институтов и так далее. И я поддерживаю именно западную цивилизацию, страны западной цивилизации. И я считаю, что, я надеюсь, Башкортостан тоже когда-нибудь станет частью западной цивилизации. Россия, возможно, тоже станет частью западной цивилизации. Но я конкретно думаю о Башкортостане, потому что, я напоминаю, я себя позиционирую как башкирский либеральный националист. А как башкирский либеральный националист, соответственно, я думаю прежде всего о Башкортостане и о башкирской нации. И, соответственно, либеральный националист, да, если я либеральный националист, от слова либерализм,
то я не могу не поддерживать западную цивилизацию. То есть единственное, что я могу поддерживать, это вообще-то западная цивилизация. Ничего, кроме западной цивилизации, что я бы мог поддерживать, нету, по сути, да. Но при этом западная цивилизация, это, в общем-то, большинство того, что есть, и все, что создано прогрессивной частью человечества, это и есть западная цивилизация. И что тут нужно понимать про западную цивилизацию? Значит, прежде всего, вот про те моменты, которые нужно понимать, они связаны именно с институтами. И вот почему, собственно, они работают и как это вообще должно быть в нормальных обществах. Вот прежде всего, это human rights, это права человека. Да, то есть не человек для государства, а государство для человека. Да, то есть не стадо, не пушечное мясо. Вот когда там какой-нибудь диктатор их берет и посылает куда-нибудь на войну в качестве пушечного мяса, еще что-то там, да, или переселение народов делает, в Сибирь куда-нибудь отсылает, еще куда-нибудь, чтобы они сдохли, еще что-нибудь, да, то есть вот, или вот, ну и прочие такие моменты, да, или какие-нибудь концлагеря, гулаги и так далее, да, то есть не человек для государства, а государство для человека. Human rights – это права человека. То есть, если у вас в государстве есть права человека, вас не могут взять и расстрелять, взять и послать, взять и выслать целые народы куда-нибудь там в Казахстан, в Сибирь и так далее. Да, то есть, у вас есть права человека, вы можете их отстаивать и так далее, и так далее. То есть, права человека. Следующий момент – это сменяемость власти. Сменяемость власти – это один из принципов, которые есть в странах западной цивилизации. Не всегда там это работает, есть государства, где это очень экзотически происходит, скажем так. Но в целом в большинстве этих государств это все прекрасно работает. И сменяемость власти, дальше это у нас чаще всего это несколько, как это сказать, независимые СМИ, да, несколько, соответственно, ветвей власти, которые работают, сдерживают друг друга и так далее, партийные системы соответствующие и прочее, прочее. То есть все это работает. В нормальных государствах это не превращается в симулякры. Да, вот как в государстве Российской Федерации, где вся эта партийная система вот, с думскими стациями, так называемыми, там, Зюганов, Миронов, двое других, ну, это думские стации, которые просто что-то там изображают из себя, ничего не решают, по сути. Все решается в администрации президента. И изображают из себя оппозицию, там, какую-то деятельность, все прочие органы разные, там, Совет по правам человека, какие-то другие органы, там, все это, в общем, полная бутафория и симулякры. И все прекрасно понимают, что это симулякры и бутафория, и ничего другого быть там тут не может. Когда вот вся система так выстроена по вертикали, и она вся полностью сгнила. И мобилизация, да, то есть вертикальная мобильность происходит по принципу коррупции и возможности контролировать. Да, то есть это вот называется adverse selection, неблагоприятный отбор. То есть когда берут людей, которые по способностям не способны стратегически мыслить, главное, что они способны, значит, на них есть компромат, соответственно, они способны произносить определенные фразы, которые нравятся начальству, да, и так далее, и так далее. То есть это такая неконкурентная среда, в которой вот происходят такие моменты, и там очень много коррупции, и всегда такое государство, оно хочет стать тоталитарным, то есть вот захватить как можно больше власти, как можно больше ресурсов, осуществить рейдерские захваты предприятий и так далее, для полного контроля. Потому что Путин зачем вообще вот все захватывать, да, зачем он все захватил? Предприятия разные, олигархи, кошельки, там, помним мы историю с Гусинским, да, помним историю с Ходорковским, прочие истории, вот местные истории в Республике Башкортостан, тоже помним, и прочие истории, там вот Титан, да, история, Магнит, там история, да, Чичваркин история, там и прочее, прочее. То есть много разных таких историй, и не только таких, все это связано с одним простым делом. Государство хочет все это контролировать, чтобы не было ни у кого возможности вести какую-то деятельность против этого государства, против этой власти, как-то пытаться это поменять и так далее. Вот когда есть много бедного населения, им можно дать талоны продовольственные, да, и они с продовольственными талонами будут ходить покупать дешевую еду, ну, чтобы бунт не подняли. Да. В принципе,
путинская система, вот сейчас Жириновский недавно озвучил эту идею по поводу продовольственных талонов. И в принципе она будет работать. То есть если у вас есть население с рабским менталитетом, это очень хорошая штука. То есть вы имеете такую элиту свою, олигархи, значит, кооператив озера, силовики, да, и нужно вот, чтобы там они бунт не поднимали, дешевую жратву людям дать, водочку, продовольственные талончики, и они бунт не поднимут. Они будут, значит, питаться на подножном корме, слушать Соловьева, в общем, и вперед. То есть там, естественно, не будет никакого гражданского общества, там будет такое вот вымирающее население, которое, значит, которым дали не сдохнуть с голоду, да, и за это они будут говорить спасибо. И, соответственно, ну, в общем, понятно, да, для чего все это нужно. Вот. Ну, я все время отхожу в разные другие стороны, как бы от основного момента. Я вот сейчас переключился на текущую повестку. Нужно, наверное, все-таки про западную цивилизацию больше говорить. Соответственно, западная цивилизация, вот такие моменты западной цивилизации, они все-таки элиминированы, да, в значительной степени, элиминированы. То есть там сменяемость власти, там свободные СМИ и прочие разные моменты, там права человека, то есть право на жизнь, право на достоинство, да, право на свободу религии, исповедание свободу религии, разных языков и так далее, и так далее. Да? И вот тут есть такой момент из тех вещей, которые я бы хотел бы. Потому что у меня же канал Bashkortization, и я чисто как башкирский либеральный националист выступаю. И вот там есть такие штуки, как либерализм и мультикультурализм. Вот давайте про это поговорим, да? Что такое мультикультурализм? Мультикультурализм – это ситуация, когда разные культуры, то есть разные языки, разные этнические группы, разные религии, они живут на какой-то территории и не мешают друг другу жить. Это называется мультикультурализм, да? То есть все живут совместно, никаких проблем у этого у людей не вызывает, все хорошо, все прекрасно. Никто не пытается навязать какую-то россиянскую нацию, никто не закрывает специально какие-то национальные школы, никто не навязывает какой-то язык и так далее, и так далее. Да? То есть это называется мультикультурализм. То, что мы видим на текущий момент в тоталитарном государстве Российской Федерации, это попытка навязать россиянскую нацию, да? Соответственно, всех русифицировать. То есть сделать так, чтобы у всех был русский язык. И на самом деле это немножко глупая штука, потому что они с помощью этого уничтожают вообще самых слабых. Они уничтожают карелов, коми, удмуртов, марийцев, эльзя. В общем, то есть вот финно-угорские народы они уничтожают. Путин уничтожает именно их. Я имею в виду не с помощью геноцида, да, а с помощью этноцида и лингвоцида. То есть как этносы он их уничтожает. А вот такие нации, да, которые способны этому противостоять, чеченцы, там, армяне, значит, осетины, ингуши, карачаевцы, вот сейчас вспомню, даргинцы, аварцы и прочие, да, народы, они как бы этому не подвержены. То есть им вообще без разницы, там, что там Путин сказал, или Тишков сказал, какая-то там россиянская нация, российская, да, какой-то язык. Они будут разговаривать на своем языке, в соответствии со своими обычаями, они будут сохранять свою идентичность, да, и так далее. У них менталитет такой, у них менталитет наций. И если вы посмотрите, что говорят русские националисты, у русских националистов у них вообще нет никаких проблем с финно-угорскими народами. Ну, просто вообще нет никаких, да, то есть они их называют комплементарными народами, они их ассимилируют сами в русский этнос, да, соответственно, вот, как бы, и когда, значит, делают россиянскую нацию, они просто убивают слабых. Вот просто с помощью россиянской нации государство тупо убивает слабых. Вот что происходит. И с моей точки зрения, ну, как-то это вообще, финно-угорский народ надо защищать, да, то есть, чтобы они сохранили остатки хотя бы своих языков там, и так далее, и так далее. Вот. Это очень плохо, это нехорошо. Теперь, что касается про мультикультурализм. То есть в России нет никакого мультикультурализма. Вот нормальная система была, когда вот все-таки там были национальные республики. Да? Вот национальные республики, ну они сейчас есть,
но когда в этом есть какой-то реальный смысл. Вот у меня есть статья «Федерализм. Заметки на полях». Там я, и видео соответствующее есть, там я предлагал создать русские национальные республики. Вот вместо обычных областей поднять их до статуса республик, прописать там в конституциях, что это именно русские республики, чтобы русские почувствовали, что они вот именно в этих республиках, что это именно русская территория, русские государствообразующие являются вот на соответствующих областях, которые будут республики, соответствующими как бы государства республика образующими нациями и так далее, и так далее. Для чего это нужно? Ну, во-первых, чтобы они себя лучше чувствовали, во-вторых, чтобы они не пытались ассимилировать в национальных республиках то население, которое там есть, чтобы это население было защищено, чтобы вот коми, карелы, там, да, удмурты, прочие этнические группы, чтобы они все-таки сохраняли свою идентичность, свой язык и так далее, потому что во всем нормальном мире происходит именно так, во всем нормальном цивилизованном мире. Там никто специально не уничтожает их с помощью этноцида, лингвоцида, русификации и так далее. А здесь мы что видим? Да? То есть государство занимается фактически этноцидом и лингвоцидом, уничтожением родных языков. И обратите внимание, пропаганда при этом рассказывает про победу в Великой Отечественной войне, про борьбу с фашизмом, как Советский Союз победил фашизм. При этом это рассказывают люди, которые фактически уничтожают другие нации внутри России. То есть они фактически являются фашистами. Только в отличие от Гитлера, они делают это не с помощью геноцида, они делают это с помощью этноцида и лингвоцида. А тут уже вопрос философский. Если какую-то группу людей уничтожают с помощью геноцида, то просто люди исчезают, ну их нету. А если с помощью лингвоцида и этноцида, то эти люди превращаются в русских. Да? Они превращаются в русских. То есть они не только не исчезают, как бы они, во-первых, исчезают, но во-вторых, превращаются в других. В тех, кто их ассимилировал и превратил в других. И тут можно по-разному посмотреть, знаете, на этот вопрос. Но в любом случае это противоречит понятию мультикультурализма, который есть в западных цивилизациях, понятию прав человека и так далее, и так далее. И вот эта история, когда был парень, ну, во-первых, Альберт Разин, который себя сжег, удмуртский языковой активист, да, это вот зашумевшая история. Бабушки из Коми, которые на митинг выходили, это еще в 2017 году. Парень Коми, по-моему, тоже не с Карелии, а именно с Коми, который там в суде говорил, он за Навального 23 января вышел, а потом в суде на коми языке говорил, и там по-русски судья там ему что-то говорил. Но я на эту тему сниму выпуск Bashkot Lives Matter, да, вы к этому, кстати, движению можете присоединяться, это права, это движение за права indigenous communities, как сказал Джо Байден, да, то есть я раньше говорил ethnic minorities, а оказывается нужно говорить indigenous communities, да, то есть мы, короче, мы нацмены России, мы с вами все являемся indigenous communities, вот. И, соответственно, с точки зрения международного права мы можем соответствующим образом бороться. Нас сам великий Джо Байден обозначил в каком-то послании. Вот. Поэтому, уважаемый Джо Байден, спасибо, что ты нас обозначил. Может быть, ты имел в виду не только российских indigenous communities, может быть, и в других странах. Но спасибо тебе огромное. Ты сказал, что indigenous communities и religious, то есть, короче, что там с религиями, что люди разных религий имеют право эти религии исповедовать и так далее, и так далее. То есть, ну, как бы, все так и должно быть с точки зрения западной цивилизации. Вот. Ну, я считаю, что, как я уже говорил, я как башкирский либеральный националист считаю, что каждый представитель вида Homo sapiens имеет право иметь любую идентичность, менять идентичность, вообще не иметь идентичность, иметь двойную, тройную, там, какую угодно идентичность и так далее. Это раз по поводу национальной идентичности. По поводу религии то же самое. Каждый человек, с моей точки зрения, имеет право иметь любую религию, верить во все, что угодно, либо вообще ни во что не верить и так далее, и так далее. Это право любого человека, и я исхожу из этих принципов. Это принципы либерализма. Да, то есть, как бы это, тут я абсолютно полностью совпадаю с ценностями западной цивилизации. Вот про мультикультурализм я сказал. То есть в рамках западной цивилизации, стран западной цивилизации есть мультикультурализм.
Он, конечно, разнится в разных странах по-разному, и тут есть момент, связанный с тем, что все-таки, когда, допустим, едешь во Францию, ты хочешь, чтобы по-французски там разговаривали люди и французов видеть. Когда ты едешь в Венгрию, ты хочешь венгров видеть и по-венгерски разговаривать, да? Когда ты хочешь, едешь, ну, то есть, чтобы какое-то ядро нации, которая соответствует территории, оно все равно должно сохраняться, да? То есть, вот мультикультурализм это хорошо, это как бы против дискриминации кого-либо, каких-либо этнических меньшинств. Но ядро, оно все равно где-то должно быть. И вот, например, в Республике Башкортостан должно быть башкирское ядро, да? В Республике Татарстан должно быть татарское ядро. Не знаю, в русской Дальневосточной республике, если она будет, должно быть русское ядро. Там, не знаю, русской Нижегородской республике должно быть тоже русское ядро. В русской Тульской республике должно быть тоже русское ядро, если там они исторически жили. И так далее, и так далее. Вот здесь вот, в общем-то, такой момент, да, то есть мультикультурализм я поддерживаю, естественно, чего у нас нету в данном государстве, которое называется Российская Федерация на текущий момент. Что такое либерализм? Либерализм это от слова свобода, либерализм это вот я вам примерно обозначал, то есть государство не вмешивается ни во что, кроме того, во что оно должно вмешиваться. Государство должно обеспечивать в какой-то степени там правопорядок, защиту границ, значит, возможно, где-то здравоохранение, образование в какой-то части и прочие такие моменты. Во все остальное государство вмешиваться не должно мешать, а в каких-то местах помогать. Вот что такое либерализм, это свобода. Мы видим, мы знаем, что у нас тоталитарное государство в России, и либерализма здесь нет и не пахло. И давайте я немножко отвечу пропагандистам. Да? Я не говорю слово пропагандоном, а пропагандистом. Очень часто встречается такое понятие, как либераст. Вот берут и говорят либераст. То есть это вот либерасты, там еще что-то и так далее. Наверное, они имеют в виду, что это люди, которые поддерживают ЛГБТ-сообщество. Они еще говорят гейропа. То есть вот гейропа и либерасты. Два выражения, которые используются пропагандой. Ну, еще говорят воры. Еще говорят лица либеральной национальности. Да? Соответственно, давайте вот я дам комментарии по этому поводу. Смотрите. Первое. В рамках западной цивилизации права всех групп населения защищены. Этнических меньшинств, значит, религиозных меньшинств разных, ЛГБТ-сообществ, то есть, может быть, каких-то еще бывает группы населения, инвалидов, да, вот это тоже группа населения, женщин это же тоже группа населения, женщин, детей и прочих, то есть животных, да, возможно. То есть совершенно разных групп населения права там стараются защищать. И вот что означает защита прав, да, каких-то групп населения? Это, допустим, с ЛГБТ-сообществом. ЛГБТ это лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры или трансвеститы. Вот. Там какое-то огромное количество полов, я, честно говоря, не понял. Вот, сложно мне было понять, вот на букву Т там что-то очень сложно. То есть там не два пола, не три, не четыре, там очень сложно, в общем. Я не вникал. Но суть в чем? Суть в том, что никто в рамках западной цивилизации не заставляет человека быть представителем ЛГБТ-сообщества. Да, то есть там говорится, что их нельзя как бы ущемлять в правах. То есть их нельзя убивать, грабить, там еще что-то. То есть вот как бы их нельзя ущемлять в их правах. Но никто не заставляет быть представителем ЛГБТ-сообщества. Понимаете? Поэтому, когда говорят слово либераст, подразумевая что-то, да, какое-то, или гейропа говорят, то это не совсем корректно. Да? То есть, если вы говорите, что вы соблюдаете права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансвеститов, это не значит, что вы сами являетесь кем-то из них. Да? Вам не надо быть кем-то из них, чтобы оставить их в покое. То есть, как бы, что они вам не мешают, вы им не мешаете. Да? То есть, как бы в Европе есть абсолютно много
людей, которые являются гетеросексуалами, да, они имеют возможность нормально жить, размножаться. Наличие представителей других ориентаций как бы не приводит к тому, что, значит, гетеросексуалы вдруг взяли и исчезли, да, как бы, то есть это называется толерантность. То есть вот есть еще слово толерастия, которое вот придумано, как это называется, пропагандистами, которые против либерализма, там, против западных ценностей и так далее. Да? Вот я просто объясняю. То есть в рамках западной цивилизации никто не заставляет людей гетеросексуальной ориентации, значит, каким-то образом склоняет их там к ЛГБТ-сообществу. Ни в коем случае этого нету. Гетеросексуалы имеют право быть гетеросексуалами. Их никто не может, их права никто никак не может нарушить. Они имеют не меньше прав, чем представители ЛГБТ-сообщества. Права просто всех защищены. И в том числе защищены права национальных меньшинств. Для нас это как бы очень важно. Да? То есть мы же национальное меньшинство, мы башкиры, как бы, да, вот на текущий момент пока еще не являемся у себя на родине в Башкортостане национальным меньшинством. Мы пока еще большинством не являемся. И, соответственно, в рамках западной цивилизации наши права защищены. То есть мы все равно имеем школы на нашем родном языке, вузы на нашем родном языке, фильмы на нашем языке, родном языке и так далее, и так далее. 31 минуту я говорю. Вот. Соответственно, мультикультурализм – это разные культуры, религии, языки, да, это очень важная штука. Защита всех групп населения и так далее. То есть вот поэтому про ЛГБТ и про гейропу и толерастов я в принципе сказал. То есть с точки зрения, допустим, ислама это все очень плохо. Это все очень плохо. И поэтому я вижу тут одно решение. То есть как бы там, где действует шариат, этим людям желательно там не находиться. Как бы, да? То есть вот я вот вижу такое решение. Но там, где действует, значит, именно западная цивилизация, то вот там они как бы имеют право находиться, и их права там защищены. Но это не значит, что они навязывают свои взгляды и свои ориентации там, и так далее прочим, в том числе гетеросексуалам. Да, ни в коем случае. То есть такого нету и никто не заставляет. То есть права всех, включая гетеросексуалов, в рамках западной цивилизации защищены. Вот это нужно понимать. И не нужно поддаваться на провокации и на пропаганду, которая там говорит гейропа, там еще что-то и так далее. Да, вот это раз. Следующий момент. Либерализм, я сказал, это свобода, соответственно, мультикультурализм, это я тоже обозначил, что это разные культуры, языки и так далее. Дальше. Там есть такое понятие, естественно, как лингвоцид, этноцид, и они борются с этими явлениями. Они защищают родные языки, они защищают разные indigenous communities, то есть и ethnic minorities, то есть вот эти вот самые indigenous communities, это, соответственно, как это сказать, там, коренные общины, да, коренные общины, то есть вот, те люди, которые являются каким-то коренным населением, то есть это все в рамках западной цивилизации эффективно защищается, и есть определенные истории, кейсы, как это все происходит на правовом уровне и так далее и тому подобное. Поэтому в рамках демократических политических процедур там есть сменяемость власти, там есть высокий уровень, значит, жизни населения, там есть возможность социального роста, есть возможность не быть дискриминированным по этническому признаку, в том числе, то есть и так далее, и так далее. Там очень хорошая социальная поддержка населения, потому что этим специально занимается. Потому что если вы посмотрите, что у нас в Башкортостане творится, да, вот в башкирском Заурале, да, 21 век, уровень газификации какой? Минимальный. Да? Уровень, сколько дорог там построено, сколько школ, какие там предприятия есть. Да? То есть, по сути, вот эти люди, которые живут в башкирском Заурале, в деревнях там, и так далее, от них что получает государство? От них государство получает пушечное мясо, их детей, которых отправляют в армию, потом куда-нибудь в ЧВК, куда-нибудь повоевать за кого-нибудь, умереть там, да, за какое-нибудь государство флаг им дадут, то за красный флаг, то еще за какой-нибудь флаг, то за российский флаг. В общем-то,
взаимодействие государства с населением, с башкирским, которое там живет, оно вот именно такое. Получить от них человеческий ресурс, который использовать как пушечное мясо, либо как на работах в Сибири. В городах их дискриминируют, либо вбивают в долговое рабство. Денег у них нет для того, чтобы приехать в города и что-то быть способными сделать и так далее, и так далее. Да? И вот, если честно, у меня даже мысль была такая, что, может быть, один из механизмов, как вот помочь этим людям, это их вообще вывозить за границу. Да? Потому что сейчас есть механизм, чтобы люди получали западное образование в западных вузах. Как-то поступали и так далее, и так далее. То есть нужно, вот, чтобы люди из деревень, из башкирских, они вообще уезжали за границу и видели, что такое нормальная жизнь в нормальной западной цивилизации. И вот над этим вопросом надо подумать. Это такая тема, которая требует обсуждения. Потому что я вижу, что вот, потому что очень важен менталитет. Да? Очень важен менталитет. Если будет менталитет такой, как сейчас, у значительной части населения, я не говорю про всех, но у значительной части населения вот такой же менталитет. То есть люди, которые не видели, как работает нормальное общество, какие отношения внутри нормального общества, как вообще все происходит внутри конкурентной среды, там, где есть социальные всякие блага, там, где есть возможность для нормального развития, образования, дешевый кредит там, и так далее, и прочее, прочее. Да, вот как все это работает в рамках западной цивилизации и здесь, в рамках того общества, которое мы сейчас имеем, внутри вот этого российского государства, да, с продовольственными карточками, которые скоро здесь будут. Соответственно, нужно понимать, да, то есть если мы хотим в будущем нормальную нацию, нам нужны люди, которые с башкирской идентичностью прожили какое-то время, получили образование именно в западных странах и вообще увидели, что такое нормальное общество. Да, чтобы они потом могли все это перенести, в том числе в Башкортостан. Вот такой момент, он тоже как бы должен присутствовать. Что еще хочется сказать? Ну, сменяемость власти я это говорил. То есть, когда власть узурпирована каким-то диктатором, то потом это государство пожирает само себя. Вначале государство пожирает бизнес, потом каких-то оппозиционеров, да, пожирает все, что можно, там, вообще, все, куда дотянется, а потом начинает пожирать само себя. Рыба гниет с головы. В принципе, фаза гниения, она достаточно глубокая. 21 год у власти находится в качестве президента Владимир Путин. В общем, сколько лет он еще будет находиться, или месяцев, или лет, я сказать не могу, не знаю. Но, в общем, процесс очень сильно запущен и, в общем, идет, и все деградирует. Да? Такой застой, скажем так, в государстве, он уже давно чувствуется, и как бы с этим все понятно. Таким образом, западная цивилизация, все-таки я отвечаю на вопрос, почему я люблю западную цивилизацию. Да? Западная цивилизация – это именно та система государств, в которых вот есть такие вещи, как сменяемость власти, либерализм, мультикультурализм, права человека и то, чего нету в данном государстве, где я сейчас нахожусь. И поэтому, в том числе, я хочу отсюда уехать. Я хочу быть частью западной цивилизации. И вот я не могу здесь просто находиться. Я хочу быть частью западной цивилизации. Я хочу отсюда свалить. Это достаточно сложно. Для этого нужно, не знаю, политическое убежище каким-то образом. Для этого должно быть преследование. Да? Я не знаю, там могут сделать хоть какое-то преследование там, на 10 суток, чтобы меня нужно посадить. Там, уважаемые люди из администрации президента, из Белого дома. Вы можете меня на 10 суток посадить, преследовать меня за инакомыслие там, да, или еще что-то. Уважаемые товарищи, что еще хочется сказать? Так, да, по поводу западной цивилизации я ответил. Значит, почему я люблю именно западную цивилизацию и почему я хочу, чтобы в будущем Башкортостан тоже стал западной цивилизацией, я тоже обозначил. Теперь, что касается второго вопроса, моего отношения к Хабирову. Ну, смотрите, я очень поверхностно отвечу на вопрос. Потому что нецелесообразно говорить очень глубоко на данный вопрос на текущий момент. Хабирову
я понимаю следующий момент. Первое. У него есть избиратель, который сидит в московском Кремле. Это главный его избиратель. Мы все знаем, как его зовут. 4-миллионное население Башкортостана по своему весу имеет меньший вес, чем тот избиратель, который сидит в московском Кремле. Это нужно понимать. Да? То есть, вот самое главное избиратель — это тот человек, который сидит в Кремле. Все мы 4 миллиона, которые мы есть, ну, мы по сравнению с товарищем или с господином, который там сидит, мы никто и ничто. Потому что именно он решает, кого назначить, кого отправить в отставку и так далее, и так далее. Это вот такой момент, это нужно понимать. Поэтому я уверен, что Хабиров принимает решение, исходя вот из этого факта. То есть он, как бы это сказать-то, он принимает свои решения так, чтобы не быть, ну то есть, чтобы главный его избиратель был доволен. Вот как бы исходя из этого он принимает свои решения. Главный его избиратель должен быть доволен. Вот, он, при этом нужно понимать, что интересы главного его избирателя и интересы народа Башкортостана, они не совпадают. Да, то есть, вот мне нужен, допустим, федерализм. Да, мне нужно, чтобы больше денег оставалось в Республике Башкортостан. Мне нужно, чтобы предприятия принадлежали Республике Башкортостан, чтобы они не были украдены главным избирателем Хабирова, да, который находится в Кремле. Мне нужно, чтобы был башкирский язык, чтобы были башкирские школы, чтобы были мультфильмы и фильмы на башкирском и прочее, прочее. Ну, с Куштау история там, я не буду его комментировать, но там, в принципе, те, кто соображает, там очевидная история. Какие-то прочие истории, да. И вот, что хочу сказать. Я думаю, что Хабиров все-таки он пытается в тех рамках, которые его поставили, а у него очень узкие рамки, да, очень узкие рамки. Вот в тех рамках, которые его поставили, сделать что-то хорошее. Он реально пытается. В условиях нехватки финансов, в условиях каких-то прочих моментов. Не всегда у него это получается, у него есть проблемы с кадрами. У него есть, в частности, проблемы вообще с, скажем так, ну это не у него есть, а это проблема башкирского этноса. Значит, как бы сказать, часть башкирского этноса находится в таком забитом состоянии. Ну, как бы, да, то есть, скажем так, не способна сказать свое слово, не способна, значит, как-то развиваться и так далее, да, вот. Есть такая проблема. Проблема рабского менталитета, да. Проблема того, что значительная часть является представителями вида Homo sovieticus. То есть советские люди, которые еще помнят, что они еще одновременно имеют национальность башкиры. Вот таких тоже достаточно много среди представителей вида Homo sapiens с башкирской идентичностью. И прочие разные моменты. Поэтому это не проблема Хабирова как физического лица. Это проблема башкирского этноса. Я разделяю эти понятия. Да? То есть проблемы башкирского этноса, которые связаны с самим башкирским этносом. Есть проблемы Хабирова. Есть еще проблемы, связанные с некоторыми людьми, которых кто-то называет элитами. Ну, я бы не совсем называл их элитами, но сами себя не считают элитами и, значит, ведут себя соответствующим образом. Тут тоже есть определенные вопросы. Имеют ли они право себя считать элитами, исходя из того, что они делают и делали, и так далее, и так далее. Поэтому здесь куча разных сложных вопросов. Хабирову нужно все время лавировать. Есть люди, которые, значит, все время пытаются его подставить. Он, кстати, не выделил деньги на перевод мультфильмов и фильмов на башкирский язык, на гранты. Нельзя сказать, что он их не выделил, потому что я ходил на митинг Навального. Да, обратите внимание, митинг Навального 23 января 2021 года я пошел. На гранты я подавался еще в марте, первый раз, по-моему, в марте 2020 года. Да, и я там особо никакую оппозиционную деятельность не вел в тот момент. То есть, поэтому сослаться на то, что, видите ли, вот Шамиль оппозиционер, еще что-то, и поэтому, значит, гранты на перевод мультфильмов и фильмов не были выделены, нельзя. Да? Я
4 раза подавал на гранты, 4 раза, обратите внимание. Соответственно, ни разу от главы Республики Башкортостан я грант не выиграл. 3 раза от главы Республики Башкортостан, 1 раз от его как раз главного избирателя в Кремле. Ну, мне просто сказали, что можно еще и туда подать. Я сказал, давайте, подавайте. Я там вообще ничего не писал, они просто подали. То есть путинский грант я не выиграл, 3 раза хабировский грант я тоже не выиграл. Все. Это по поводу мультфильмов, фильмов, перевода на башкирский язык. Что еще про Хабирова можно сказать? Да, после этого я делал к нему обращение, видео, там, он его... Ну вот если вы посмотрите... Кстати, да, вот если вы посмотрите это видео, значит, прекрасный Башкортостан будущего, языковой аспект, раз. И потом после этого я снял видео с видеообращением к Хабирову, 2, да? И там, в принципе, показано, как он, какая у него была реакция вообще, там, Потылицын как-то среагировал, и, в общем, там все это наглядно видно, вот с этого видео, да, то вы поймете, что, в принципе, видно, как работает система. Я же вне системы, я не политик, я никогда не был чиновником, соответственно, я не должен знать всю эту бюрократию, внутреннюю кухню там, и так далее, и так далее. Но там вот на основе вот этого становится видно кое-что. То есть я что-то там раскритиковал. После этого, значит, появляется видео Потылицына, в котором показано, что вот он говорит, что ему пришла бумажка с администрации президента Российской Федерации. Да? И там написано, что вот там по поддержке языка все хорошо, и он зачитывает. То есть вот по поводу грантов он тоже стал зачитывать что-то. То есть о чем вообще все это говорит? Там есть какие-то кураторы в администрации президента Российской Федерации, есть какие-то люди, которых Хабиров боится там, есть какие-то, значит, конкуренты на его место. Я думаю, на его место есть 2 конкурента основных. Первый это Тимирбулат Каримов, а второй это, вот, на букву М фамилия, строительный блок. В общем, фамилию забыл. Ну, короче, вот 2 основных конкурента. Вот. Соответственно, каким-то образом там вот это все очень интересно происходит. Подковерные игры тоже связаны с Хабировым. В общем, ну, примерно так. Что еще хочешь сказать? То есть, в части башкирского языка, вот сейчас у нас 47 минут, да, в части башкирского языка, в самом начале вообще было видно, что Хабиров боялся говорить на башкирском. То есть, вот там даже был момент, когда Миниханов к нему приезжал, значит, и там подтрунивал над ним, что типа вот он там что-то по-татарски он там сказал, а Хабиров такой прямо весь такой этот, ну, как бы, да, то есть он не должен, то есть, как бы, да, с опаской, вдруг там Путин не поймет, что он на родном языке какую-то фразу сказал, как бы, да, вот такой момент. Это, но сейчас потом все это исчезло, потом как бы с этим вопросов не стало. Там был еще интересный момент, когда он, значит, понял, что касается грантов, он может делать все, что хочет. Его там в Кремле, как бы, ну, в общем, их задача уничтожить все национальные языки, в том числе башкирский, в Кремле. И поэтому они могут сказать, ну, делай с этими грантами, там есть определенная сумма, что хочешь. Ну, то есть, разворуй их, там еще что-то, то есть, как бы, да, и потом он там сделал определенную штуку. В общем, понятно, какую штуку он сделал. И так далее, и так далее. Вот. С другой стороны, он пытался, наверное, косвенно, значит, стимулировать обращение к каким-то другим людям, соответствующий там фонд Урал, там, да, еще кому-то там, да. Ну, как бы я туда пока еще не обращался. Ну, формально не обращался через видеообращение, да. Соответственно, и так далее, и так далее. То есть вот, что я могу вообще сказать про Хабирова? Вот если говорить в целом, да, вот если говорить в целом, то, во-первых, пока еще рано делать окончательные, значит, выводы о нем. Но он какие-то хорошие моменты сделал, например, он признал Накуштал свою ошибку, да? Скажем так, назовем это так. Он признал свою ошибку Накуштал, значит, соответственно,
это хорошо. История с БСК, конечно, пока еще не закончилась. Нельзя сказать, что он как бы не вор, да, то есть как бы, ну, там они все воры, скажем так, но он не очень большой вор, скажем так, да, не очень большой вор. Соответственно, то есть не очень много ворует. Также можно сказать, что ну, он человек достаточно умный, соответственно, вот в рамках политической системы, путинской политической системы, которая есть, я думаю, что это один из оптимальных вариантов. То есть я не буду говорить, что это самый оптимальный вариант, да? Но в рамках путинской политической системы лучше придумать сложно. Да? То есть, ну, вряд ли вот пока есть Путин, можно ожидать чего-то, там, я не знаю, что-то более такого серьезного, интересного и так далее, и так далее. То есть пока будет Путин, будет вот это колонизированное положение Республики Башкортостан, будет, значит, все эти, не будет никакого федерализма, будет тут мало денег. Мы же знаем, что кличка у Путина Моль. Да, моль. А моль что она делает? Она все ест. Надо моле съесть всю ткань. Да, вот пока моль все не съест, моль не успокоится. И вот, соответственно, в рамках как бы такой системы, в общем-то, Хабиров это достаточно оптимальный вариант. Вот я так считаю. То есть в связи, поэтому, когда я записывал видео про Навального, я, собственно, про это и сказал. То есть я поддерживаю Навального, соответственно, свободу Навальному, чтобы он освободился и так далее, и так далее. Но тут нужно просто понимать, митинги, шествия за Навального я поддерживаю, на Майдан, в Москву за Навального я не поеду. То есть, да, то есть как бы моя задача просто, чтобы освободился Навальный. Чтобы Навальный освободился и там, ну, может быть, как-нибудь, когда-нибудь какую-нибудь революцию попытался сделать. В общем, вот примерно такая моя позиция. Да? До этого я уже говорил, что сейчас в ближайшем будущем там, ну, режим абсолютно устойчивый. В общем, насчет серьезности проблем со здоровьем у первого лица я не знаю. И комментировать это не могу. Вот. То есть основной риск это на текущий момент это вопрос здоровья, основной риск. Если он действительно есть проблемы со здоровьем у Путина, а какие-то политические риски другие, они менее значимы по сравнению с риском здоровья. Поэтому, что касается Хабирова, Хабиров полностью контролирует ситуацию, как бы в Башкортостане. Он все-таки из внутренней политики, поэтому в этом плане он прекрасно все контролирует. С экономикой у него не очень хорошо, но с экономикой у него и не может быть очень хорошо, потому что, допустим, если с Миннихановым его сравнивать, то изначальные данные разные. То есть у Минниханова есть, собственно, ну, как бы у них в Татарстане татнефть осталась, у Минниханова прочие ресурсы, у Минниханова нормальная нация татарская там существует, которая составляет большинство населения в Татарстане, да? То есть есть на кого опереться и так далее. Здесь опираться на башкирский этнос или на кого опираться? На симбиоз какой-то, соответственно, да, на, ну, то есть вот, соответственно, тут как бы и с финансовыми ресурсами все сложнее, и какие-то все время разборки внутренние идут, и плюс еще с финансами тоже, да, вот с дивидендами определенных компаний, там с Башнефтью то же самое, да, то есть мы видим тоже определенные истории, которые о многом говорят, которые вообще говорят о том, кто хочет занять соответствующее место и так далее, и так далее. Вот и если вдруг я сейчас сделаю видеообращение к Тимирбулату Каримову с просьбой, чтобы он перевел мультики, помог перевести мультики на башкирский язык, вот это будет тоже большой прикол. Мне будет интересно за реакцией клана Рахимовых посмотреть и за реакцией самого Хабирова. То есть это будет очень смешно. То есть, да, то есть я пока не собираюсь это делать, но тем не менее, вот представьте ситуацию, да? Представьте эту ситуацию, это будет реально смешно. Если так ее как бы понять вообще, что происходит в этом обществе. То есть
общество такое, что какие-то лица имеют огромное состояние, и есть куча бедных людей. И вот эти бедные люди, они продаются и говорят, купи меня, там, творческая интеллигенция, еще кто-то там, да, купи меня там, дай мне копеечку, я сделаю то-то, 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 и так далее, и так далее. Вот примерно это мы имеем. Это, конечно, жалкое зрелище. Здесь, в таких условиях, ну, естественно, никакого гражданского общества не может быть и прочих вещей, поэтому, наверное, симулякры разные там создаются, СПЧ, там всякие общественные палаты. Вот это. В общем, ну, так в нормальных обществах быть не должно. То есть, вот в нормальных обществах вообще есть налоговая система, которая позволяет богатым людям не быть слишком богатыми. Да? Чтобы, значит, бедные тоже что-то имели. И вот у нас государство, Советский Союз, там бывший, да, строил коммунизм, социальное государство, туда-сюда. Вот посмотрите, в странах западной цивилизации построены социальные государства во многих. Они строили капитализм и построили нормальное социальное государство с нормальным социальным обеспечением. Здесь у нас строили социализм, и у нас куча бедных людей. Да, вот как бы, вот вам пример, да, чтобы вы понимали, что это набор слов, неумение что-то делать, значит, вот эти все идеологемы, воры разные, потом, которые приватизации залоговые всякие, которые были в 90-х и прочие моменты. Я почти час уже говорю, 56 минут. То, что последнее я говорил, это с Хабировым никак не связано. В общем, вот такие дела, такие пироги. Поэтому по Хабирову, говорю, оценку делать пока рано. В целом я могу сказать, что вот то, что он делает в рамках Третьей Башкирской Республики, да, потому что мы помним движение 4-й Башкирская Республика Айрата Дильмухаметова, и все, что, значит, до 4-й Республики, это у нас 3-я. И, в принципе, в рамках 3-й я бы хотел, чтобы что было сделано. В рамках 3-й нужно по максимуму построить здания разные, заводы, инвесторов, туристический бизнес развивать, вуз какой-то нормальный сделать. То есть я не говорю, что я сторонник объединения двух вузов, да? Я не говорю, что я противник, я комментировать это не могу. Но я говорю, что нужен какой-то нормальный вуз, в котором будут нормальные преподаватели, как бы, да, и какое-то что-то конкурентоспособное, нормальное, да, вот, и прочее. Мультфильмы на башкирском, фильмы на башкирском нормальные и разные другие моменты. И не только это. Вот, то есть все то, что можно в рамках Третьей Республики реализовать, и все то, что нельзя украсть. Вот вы здание построили, здание украсть нельзя. То есть деньги украсть можно, вывести, да, деньги в офшор вывезли и все. А если у вас стоит какой-то завод, какое-то здание, его украсть уже нельзя. Понимаете? Это означает, что его потом можно национализировать. То, что стоит, его можно национализировать. И, соответственно, вот эти, как бы это попроще сказать, вот побольше инвестиций, рост экономики, соответственно, ну вот, если идеологически говорить, идеологически это памятник Шеймуратову, Бабич, это вот у нас будет в рамках Третьей Республики. 4-я Республика, это у нас будет, как говорил Дильмухаметов, это у нас будет стоять Заки Валидов памятник и Пугачев. Вот так говорил Дильмухаметов. В общем, ну вы поняли, да? Соответственно, все, кроме идеологии, а именно инвестиции, вуз, значит, нормальные там, да, мультфильмы, фильмы на башкирском в том числе обязательно. Прочие моменты, они должны быть реализованы в рамках Третьей Республики. 4-я Республика, она должна просто прийти и сменить идеологию. Ну, еще памятники поставить, правильно. Все. Вот, вот примерно так я вижу эту ситуацию. Поэтому хабировский режим, Хабирова я рассматриваю как переходный этап, как бы, да, вот, к 4-й Республике. И вот, кстати, по поводу мечети Ар-Рахим тоже хотел бы сказать.
Дильмухаметов в своих видео говорил, что вот эту мечеть Ар-Рахим достроят в рамках Четвертой Республики. Да? Вот мне тоже интересно. Вот смотрите, она так стоит недостроенная. И неужели Дильмухаметов прав окажется? Да, то есть вот это, с одной стороны, я стимулирую людей, которые эту мечеть не достраивают, ее побыстрее достроить. Иначе окажется, что Дильмухаметов прав. Да? Они сейчас ее не успеют достроить в рамках Третьей Республики. Путинский режим пойдет, и все это, да, получится, что когда ее достроят, будет уже Четвертая Республика. Понимаете, да? То есть Дильмухаметов окажется прав. Поэтому побыстрее достраивайте мечеть Ар-Рахим. Вот, ну, либо же как бы как-то по-другому. В общем, вот так получается. Вот. Примерно такие моменты я хотел обозначить. Значит, по поводу Хабирова я ответил, отношение к нему. То есть, как бы, то есть в рамках политической системы Путина это оптимально, одна из оптимальных фигур. Я не могу сказать, что самая оптимальная. И не хочу так говорить. Одна из оптимальных фигур. Я так считаю. В рамках, даже несмотря на то, что он не дал деньги на перевод фильмов и мультфильмов. Да, то есть, как бы, ну, естественно, идеологию, которой они придерживаются, я не поддерживаю. То есть, идеологию, которая вот, в чем смысл идеологии? Они заменяют, значит, все, что связано с башкирскими восстаниями, с Валидовым там, и прочими вещами, с Алатым Иваевым, они заменяют все это на Шаймуратова. Зачем? Затем, чтобы было, что вот башкирцы, воины, они, значит, там за Советский Союз воевали там вместе с Россией, там, и так далее. То есть нужно вот сделать как бы вот таких своих воинов. Александра Матросова туда можно еще приплести, Шаймуратова, еще каких-нибудь товарищей. И вот в рамках именно этой идеологии и парадигмы, соответственно, и действовать. Ну, в принципе, как бы одно другому не мешает. То есть, да, то есть я тут абсолютно, как бы сказать, то есть я считаю, что просто люди должны знать реально, но и должны понимать, что есть официозная как бы версия, официальная версия, да, и что есть в реальности. Сейчас у людей есть возможность знать, что в реальности. Для этого есть интернет, YouTube-каналы, Башкирика очень хороший YouTube-канал, там можно смотреть реальную историю, да. Есть официальная какая-то наука, то есть официальная не наука, а вот официальная пропаганда, там вот какие-то другие моменты и прочее, прочее. То есть никаких проблем, все хорошо. В общем-то, я здесь вообще никаких проблем не вижу. Примерно так, что касается господина Хабирова. Еще раз повторяю, я сторонник западной цивилизации, я сторонник освобождения Айрата Дильмухаметова, я сторонник освобождения Алексея Навального, я сторонник освобождения всех политических заключенных. Ну, если бы я был таким ярым навальнистом, я бы сказал, Россия будет свободной, там что-то такое. Ну, видимо, я должен сказать, так как я башкирский либеральный националист, я должен какую-то другую кричалку сказать. Башкортостан будет свободным, наверное, вот что-то такое. Или вот я даже, нет, вот Башкортостан будет свободным. Вот нужно подумать по поводу кричалки. Да, вот, кричалки, которая правильно отражает суть башкирского либерального национализма. Наверное, если не кричалка, то все-таки я хочу, чтобы Башкортостан в будущем стал частью западной цивилизации. Вот, да, вот это вот как бы, ну, это, наверное, более такая глубокая фраза, и она больше отражает вообще, что должно быть. То есть, вот, допустим, Кыргызстан – это независимое, формально свободное государство, Кыргызстан, да, и мы видим, что там происходят частые революции, там, смены власти, режимов и прочее, прочее. То есть, Кыргызстан не является частью западной цивилизации. Да? А я хочу, чтобы Башкортостан был частью, стал частью западной цивилизации. Вот. Поэтому, наверное, вот так будет правильно. Western civilization will come to Bashkortostan. I hope it will be true in future. И на этом, наверное, нужно заканчивать это видео. Это у нас
ответы на вопросы. Сегодня 23 февраля 2021 года. Я ответил на 2 вопроса. Вы можете присылать свои вопросы анонимно на электронную почту bashkirtization@protonmail.com. Этот email есть в описании к данному видео. Анонимно, значит, электронный адрес должен быть какой-то левый, и не должны ваше имя и фамилия там быть написаны. И вы присылаете мне на bashkirtization@protonmail.com свой, значит, вопрос. Чтобы я не знал, кто вы. Да, понимаете? И чтобы человек, какой-нибудь человек из спецслужб, который, значит, вдруг сумеет взломать почту и увидеть, что вот я получил от вас почту, чтобы он не знал, кто вы тоже. Да, вот как бы. Вот что значит анонимно. И чтобы, если вдруг кто-нибудь начнет меня пытать, чтобы я не смог сказать, кто вы, потому что я не знаю, кто вы. Вот это значит анонимно. Да? Нужно понимать, что такое анонимность. Ну и можете по телеграмму тоже посылать. В общем, вот примерно так. Я думаю, на электронную почту будет более безопасно. Вот, как бы, как я вам обозначу. Если вы еще IP там поменяете. Примерно как бы вот такая ситуация. Это ответы на вопросы. Рад вас видеть, слышать. Всего хорошего. И до свидания.